Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. Счастливое спасение пингвина в Антарктиде запечатлели местные туристы. Международный конкурс фотографов покорился еще одной талантливой якутянке. Тиктокеров в России отправят на Дальний Восток. Российские ученые совместно с сотрудниками Института мерзлотоведения начали исследование слоев Кёрна-Батагайки. Это термокарстовая впадина в районе хребта Черского в Верхоянском районе республики. Так, образцы ожидают исследования геохимического, микробиологического и геологического характера. К изучению Батагайки также присоединятся и зарубежные коллеги ученых из Великобритании и Германии. Так, на сегодняшний день известно, что Кёрны-Батагайки – это достаточно древнее отложение эпохи среднего плейстоцена. Точный возраст почвы предстоит еще узнать. Помимо прочего, не исключено, что в данных кёрнах содержатся и древние микроорганизмы, исследуя которые ученые смогут узнать динамику развития микробов и бактерий. Вообще предварительные результаты, они уже есть, потому что именно по этому разрезу уже есть несколько крупных публикаций в престижных журналах, специализированных там по геологии, по мерзлотоведению. Поэтому как бы представление какое-то мы уже имеем. Но вот будем уточнять какие-то вещи, которые мы хотим более детально знать. Дизайн-код разработают для поселка Витим в Ленском районе. Над проектом работают архитекторы Центра компетенции «Лето» Алла Румянцева и дизайнеры среды и графики Ирина и Елена Лебедевы. Так, в качестве возможности ближе ознакомиться с культурой и зодчеством поселка, девушки посетили фотовыставку «Один век из жизни Витима». Уже в этом году поселку исполнится аж 400 лет. Как уберечься от болезни, теперь доступной информации еще больше. Алданские дошколята создали порядка 2 десятков мультфильмов. Работы маленькие сценаристы и режиссеры представили на районном конкурсе «Вирусом нет». Основная цель конкурса, по словам организаторов, дать детям понять, что такое вирус и как от него защититься. Работы ребят поразили жюри своей креативностью. Дети научили маски разговаривать, придумали новые сказки и посадили вирусы на пиратский корабль. Конечно, сейчас очень много информации идет по вирусам, по телевидению, везде, во всех средствах массовой информации. И очень часто дошкольники недопонимают, о чем идет речь. И поэтому мы постарались объяснить это дошкольникам на самом понятном для них языке, на языке мультипликации. И поэтому вот именно вот этим языком мультипликации они сказали самое твердое «нет» и поставили в конце восклицательный знак с точкой. Главная мечта хейтеров ТикТока наконец может стать реальностью. ТикТок-блогеров отправляют далеко на Дальний Восток. Иными словами, тиктокеры могут обрести собственную творческую базу на дальневосточном гектаре. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на форуме про ДФО. Пока точно неизвестно, кто и когда будет реализовывать этот проект. Однако, по словам главы министерства, база тиктокеров также может стать креативной площадкой и для иных интернет-проектов. Жители Якутска только-только начинают ощущать приход весны, а вот жители Амгинского района уже стали свидетелями пробуждения бабочек. Видео об этом приятно удивило пользователей сети Instagram. Ну а пока мы наслаждаемся приходом весны, таймырские вахтовики делятся способами омоложения. Так мужчина снял на видео, как его буквально уносит сильным ветром, стоило ему только выйти из вагончика. Пользователи Инстаграма тут же подхватили оптимистичный настрой вахтовика и придумали иные варианты развития событий. Главное, чтобы мужчина не улетел в страну ос. Кто бы мог подумать, что песни Славы Марлоу могут так хорошо звучать на якутском языке. Молодой житель республики исполнил кавер на песню «Ты горишь как огонь». Видео об этом собрали десятки тысяч просмотров в Инстаграме.
Необычная и счастливая история спасения приключилась в Антарктиде. Там, чтобы избежать неминуемой гибели от нападения касаток, пингвин запрыгнул в лодку проплывающих мимо туристов. Кому повезло больше, туристам или самому пингвину, решать вам. Ну а я предлагаю посмотреть на эти захватывающие кадры. Первые после снятия ограничений соревнования «Юный лыжник» прошли в Валдане. 70 спортсменов в возрасте от 7 до 14 лет боролись за победу. После почти года тренировок в онлайне выход на лыжню для ребят был по-настоящему волнительным и долгожданным. Поддерживал спортсменов Сергей Козюра. Лыжники боролись за медали в гонке свободным стилем на дистанции 1200 метров. Забеги получились очень интересными во всех возрастных группах. Ребята показали хорошие результаты, что позволило некоторым из них выполнить нормативы не только юношеских разрядов, но и взрослых. Не было соревнований практически год. Да не практически, целый год не было соревнований. Приходилось заниматься дистанционно, приходилось заниматься дома. Перспектива есть, дети занимаются, стараются, показывают все, что могут. Онлайн-тренировки эти, конечно, в начале занятий, когда мы только вышли, сказались. Соревнования проходили на подготовленной трассе Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Этот лыжный центр – настоящая гордость как для алданцев, так и для всей республики. Именно здесь каждую осень начинают свою первую вкатку спортсмены сборной России. А воспитанники данной школы входят в сборную республики как по лыжным гонкам, так и по биатлону. Почему не танцы, почему лыжи? Ну, потому что мне нравится, свобода, лыжня. Не нравятся мне танцы, больше лыжи. Потому что я люблю лыжи, я не люблю танцы. Значит, ты зиму больше любишь, чем лето? Да, я люблю спорт. Занимаюсь, второй юношеский разряд заняла недавно. Бесспорно, что настоящие большие победы начинаются с упорных тренировок и таких соревнований. Ведь основными показателями юного лыжника являются выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, владение знаниями теории лыжного спорта и практическими навыками участия в соревнованиях. Сергей Козюра, Нерюнгри. Ну а у нас тем временем приятная новость для любителей якутского вокала. Стартовала продажа билетов на концерты эстрадного конкурса «Той Хая». Участие в отборе конкурсу принимали 150 артистов из разных уголков республики, и только 30 из них смогли дойти до финала. Билеты на все 3 концерта в открытой продаже. Финал конкурса состоится уже совсем скоро, 20 марта в Доме культуры села Арылах. Напомним, конкурс якутской песни «Той Хая» в этом году проходит в 29-й раз. Победителю вокального состязания достанется 200 тысяч рублей. Билеты на эти мероприятия можно будет приобрести через мобильное приложение «Единая карта клиента КСК» или в кассах ДК «Алмаз» и «Той Хая». Уж кто-кто, а фотографы в Якутии точно побеждают во всех конкурсах. Так, работы фудблогера Натальи Оконешниковой признали одними из лучших на международном конкурсе фотографов Certified Awards в номинации «Фотография еды. Мед». О том, как создаются шедевры, расскажет наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Он сейчас на прямой связи с нами. Здравствуй, Алексей. Поведай же нам, как Наталье удается создавать такие вкусные фотографии. Здравствуй, Саргалана. Да, действительно, профессия фуд-фотографа с каждым годом набирает все больше и больше популярности. И это неудивительно, потому что мест общественного питания, ресторанов и тому подобных заведений с каждым годом их тоже становится все больше. Естественно, если, скажем, вы решили открыть свой ресторан, и у вас есть какой-то, скажем, повар, который придумал какое-то очень вкусное, изысканное блюдо, и которому нужна, естественно, реклама для привлечения граждан. И для этого как раз-таки требуются фуд-фотографы. Они вам помогут, скажем, придать вашему, казалось бы, на первый взгляд, обычному блюду что-то такое необычное и вкусно выглядящее.
И рядом с нами сейчас находится, не побоюсь этого слова, действительно самый популярный фуд-фотограф у нас в Якутии. Это Наталья Оконешникова. И мы у нее узнаем о том, насколько это тяжело быть фуд-фотографом и как долго она к этому шла. Наталья, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь и как вы к этому пришли? Здравствуйте. Профессией фуд-фотографа я занялась относительно недавно, то есть после 30 лет. Я увлекаюсь сама кулинарией и выпускала кулинарный журнал. Для этого мне нужны были хорошие картинки, красивые, вкусные. И постепенно я стала углубляться в эту тему, обучаться, ездить на разные мастер-классы. И теперь уже сама снимаю фуд-фотографии, меню для наших рестораторов, очень тесно со всеми работаю, выпускаю свои кулинарные книги, для которых тоже нужна красивая, сочная картинка, и веду свой кулинарный блог. Вот, к примеру, сейчас мы снимаем для ресторана «Барашек», и можно посмотреть, сколько здесь нюансов. Нужен фотофон, нужны реквизиты, нужна особенная посуда. Внутрь самого блюда я не вмешиваюсь, то есть еда должна быть настоящая, особенно для ресторанной съемки, потому что посетители должны на выходе получить то блюдо, которое они видят на картинке. Но это достаточно сложный вид искусства, этому нужно обучаться, нужно знать правила композиции, выстроения света. То есть это тоже такой интересный вид деятельности. Но непростой и сложный, но интересный. Наталья, скажите, вот мы знаем о том, что вы стали победительницей международного конкурса фотографов, с чем вас и поздравляю. Спасибо. Скажите, как вы долго к этому шли и как вы узнали об этом конкурсе и как это было? Но мы, фотографы, друг с другом все равно общаемся, поэтому я у своих знакомых коллег узнала, что есть такой конкурс. Участвую в этом конкурсе уже 3-й год. Это конкурс международной фотографии 35 Awards. Там участвуют фотографы разных направлений, не только фуд-фотографы, и пейзажники, и свадебные съемки. В общем, все фотографы с любого уголка мира могут отправить свои работы на этот конкурс. Сейчас век цифровых технологий, поэтому, в принципе, для этого не нужно куда-то далеко ездить, что-то. Главное, чтобы была красивая фотография, чтобы ты был профессионалом своего дела и тебя заметят. Скажите, вот что нам от вас еще ждать? Возможно, может быть, у вас есть какие-то еще планы, скажем, выступить еще на каких-то международных конкурсах, поехать куда-то дальше? То есть, как вы дальше планируете развиваться или, возможно, еще какие-то конкурсы будут? На самом деле я участвовала во многих конкурсах и не буду всех перечислять, но достаточно хороших достижений я, в принципе, достигла. Но мои планы больше связаны с книгоизданием. В ближайшее время я планирую выпустить книгу с якутской национальной кухней, потому что у меня аудитория очень широкая, не только якутская, а российская и зарубежная. Поэтому очень многим интересна именно наша аутентичная кухня. До этого я выпустила 4 кулинарных книги, они имели очень хороший успех, большие тиражи, и сейчас я работаю над 5-й своей авторской книгой и хочу рассказать про наш край и наши блюда. Саргалана, также хотелось бы добавить, что действительно эта профессия, она очень сложная. Казалось бы, на первый взгляд так посмотрел, думаю, вроде бы, а что не сфотографировать, да? Но посмотрел, как работает Наталья, и я был удивлен, потому что это не просто, казалось бы, нажать на кнопку и там сфотографировать какой-то определенный кадр. Нужно быть в какой-то степени талантливым человеком, нужно знать, выстроить правильную композицию, правильно подобрать свет, освещение. Еще очень много у них разных есть своих каких-то примочек, каких-то своих, и поэтому это действительно очень сложная профессия. И я думаю, что у меня бы точно не получилось. На этом у меня все. Саргалана. Что ж, спасибо, Алексей. На прямой связи со студией был наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Ну а мы пожелаем Наталье дальнейших побед, дальнейших свершений на ее творческом пути. Продолжаем.
Перейдем к прогнозу погоды. На 17 марта в Якутске слабый снег, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха -6, -8 градусов. 18 марта без осадков, по-прежнему ветрено. Днем температура -10, -12 градусов. На западе республики ожидается снег, ветер умеренный. Днем 20 марта метель, ветер порывистый 16-21 метров в секунду. Ну а самая низкая температура на сегодня зафиксирована в селе Соскылах, там -37 градусов. На юге Якутии также отмечается похолодание, там самая высокая температура зафиксирована в Ленске, -6 градусов. Это были самые холодные новости. У меня к этому часу все. Я с вами прощаюсь. До встречи.